Здравствуйте! В прямом эфире работает программа «Новости 7». Корреспонденты информационной службы познакомят вас с основными событиями прошедшей недели. Итак, коротко о главном. Выставка реликвий, миллионы прочитанных салаватов и массовые религиозные обряды. В благословенный месяц Рабиуль-Авваль в Чечне отметили день рождения лучшего из людей. Основные масштабные мероприятия прошли в сердце Чечни. Гостями торжества стали тысячи мусульман региона. Увидеть воочию результат политики по сохранению истинных ценностей ислама и противодействия экстремизму и терроризму. Чечню с рабочим визитом посетил генеральный секретарь Всемирной мусульманской лиги. Это народ, в котором два героя смогли возродить истинную религию. Это отец и сын. Первые встречи и первые договоренности о сотрудничестве. Мы будем рады с вами сотрудничать и поддерживать тесные отношения. Что означает приезд в Грозный авторитетного во всем мире богослова из Саудовской Аравии? Я считаю, что это сверка часов между Грозным и Саудовской Аравией в деле борьбы с международным терроризмом. Социальные выплаты и трудоустройство инвалидов. В Чечне обсудили ситуацию с поддержкой безработных в СКФО. Наша основная задача всех в ходе сегодняшнего и других подобных совещаний найти все-таки пути выхода из создавшейся ситуации, которые помогут нашему населению защитить конституционные права граждан на труд. В Грозном прошло совещание под председательством руководителя Федеральной службы по труду и занятости населения. Отапливать парники теперь недорого. Мы сделали все, что могли, чтобы пойти навстречу. Региональные власти установили специальные тарифы для владельцев тепличных хозяйств. За 1 квадратный метр 16 кубов газа будет начисляться за месяц. Новые правила станут очередной поддержкой сельхозпроизводителя руководством республики. Чечня отметила день, когда на свет появился лучший из людей. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Это время приходится на 12-ю ночь месяца Рабиуль-Авваль. В республике в честь этой благословенной даты ежегодно проходят масштабные мероприятия по традиции. Главные торжества прошли и в Грозном. Тысячи мусульман, представители всех вирдов и тейпов собрались в сердце Чечни, чтобы провести ночь в единой молитве, поминании Всевышнего и его посланника. Завершилось празднование салютом и утренней молитвой, в которой приняли участие тысячи мусульман региона. В праздничную атмосферу погрузился Магомед Ламаркаев. Центральная мечеть имени Ахмата Хаджи Кадырова уже который раз становится объектом скопления большого количества мусульман со всех концов республики. Несмотря на то, что по времени сейчас нет и 4 часов, здесь собрались верующие практически всех возрастов. На данный момент, не теряя времени, они совершают религиозные обряды, посвященные этой дате. Сегодня их всех объединяет одна цель – это восхваление лучшего из людей, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это один из самых почитаемых дней в мусульманском календаре. Праздник приходится на ночь с 11 на 12 день месяца Рабиуль-Авваль, в который родился пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. В это время к центральной мечети Грозного стекаются тысячи верующих со всей республики. Они отмечают, что празднование этого дня – хорошая возможность выразить любовь и почтение лучшему из людей. ليريس هو مثلا وباخنا اشتغل لا ينبرناه دين وش دين وش يزهرني وين نعيش دزدق دولدير عن عوشة خاتقة محمد بيامر صلى الله عليه وسلم يقول أوه يزي خايتش محمد بيامر دير صوم ما شاء الله حقور ويش غلرة ويش ووش كيف أتو غلرة تحت ووش كيت لا أرنا هذا مقبل خل دولار مقبل ديل مقبل هر نوچو چا يزر استنا و نوچو حسن تنا يزر شوتي على الاوتيل يزر شوهر او خزدو اما بركه سودورش الى ايمان سودورش ايمان جالوش ادم وشكش До наступления времени утреннего намаза мюриды разных вирдов проводили время, совершая зикр. Это одна из форм богослужения. К ним присоединился и Рамзан Кадыров.
Перед наступлением времени утренней молитвы был дан красочный и продолжительный салют в честь дня рождения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Переступив порог мечети, верующие увидели реликвии последнего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это волосы с бороды и головы пророка, посуда, из которой он ел, след его стопы и сабля. Также были предметы, принадлежавшие его сподвижникам и известным чеченским эвлия. بيش أقا إيوين دقوا يتوش أقا إتن سنة إعوى دازلنا ويملا صودوغش بيلغور يقي دغنا وجوعي ديل إيوين عليه الصلاة والسلام آساش خلال إشتا أولي آساش خلال. Время намаза, а это значит, что все верующие становятся в ровные ряды и под руководством имама совершают коллективную молитву. В этот раз джамаат возглавил председатель Совета алимов Республики СКФО Хожа Ахмед Хаджи Кадыров. Аллахумма ихдина фиман хадайт. وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. Сразу после завершения молитвы советник главы Чечни Адам Шахидов рассказал присутствующим о богоугодных делах, совершенных в республике с начала месяца Рабиуль-Авваль. يوخا 324 قبعي ادي ازر اوتسول بارمحه تعمل ارض سورك 9 مليون 324 تسج يوخا اشتبچو اسنا حبوحش صلواتي شيوير اذا قو يقضي بوه ويغا اقا تبعيه قوصي ازر بارمحه صلوات نسلوه قنقا ويسخل وجه الله تعالى قوبل دول اذا قبعيه تقيشيت ختمه قران ديشنا خوشيت دينا يطبعية تغيشيت ختمة ديشنا اشتويدين رخلوه إمامشنا متعيرمشنا بيأخل باش بالغوة وينا ديانخل دوش دول سوغة إذا. Обращаясь к верующим, глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил, что не так давно российские мусульмане не имели возможности свободно исповедовать свою религию, получать образование и распространять знания об исламе. Сегодняшняя свобода – это милость Всевышнего, ниспосланная своим рабам. اگر ذکر اکا عودی برج مسودانه شیشه توبندانه دیل حیاوش و داخش داش یوش مزریت یوشه داخ تگلا و سلوت اوتن لیت شرخشیچ دانه سون دقدی نقدر دانه سیمول عوصالة حشیک دانه الا قدر دانه خدای ستون دیج دیح وشار دانه الخوا اول دانه قرآن عام ويشيوش مزريات مولد بيتيش أوشقيت يشيوش تخا كالتش كعبالناخ تخا يورترجناخ قرآن دحوي يشبو الموتو خان چواح يقوش زامنش خلق نوحجي چواح تغن ما إرسي دقوي دون تغن نوحجي چواح ديك يوك اعدان ماجريك دين اتس ماجيك شواح دال وين بور بعد بيامر اساش وعايا كيتن وي اولائي بيركتش وعادا كيتن بصو توب مش حاكا كيتن بيامر ديس ما جرجوش على عوري دون واحد ياخ دنيا شواح دون وين ايفيزر جوش داك يشوش حقو يشوش خاستو يشوش زان ويكاج ما يرسلوش دبوي اردون تصحيح عشان دال خاستن بيش عشان ورس دون الله بقدر ما يرسلوش نهدو دون ويسن دون خاستن بدون دال دخديش ساعة دون زامن عبارة نخ ايوه زامن خير بيتي اوتسو دو خاستن بديش نهدو دون هون دال هو زام نحوي قولرنا هو زام نحوي دون خلرنا دون دلات دقات عناخ وخلخوي
وزامن دون خاصن بتسحش دنيا شين دوش دوزك دوش شين خز ميلدوش دول بيتن ميلدوش اراولي حو يشتغل حو يشتغل حو يشتغل بوش اراولي دون والله الله بقدرش دون تغنا دون كيت شوش فيك دون إز مسخيت والخات سون مسرقا دون او دي هذا الارض دون يقشك دخان ياتوي خرخان دون شي داسنانس حقي اوين يديك دين حجوا اللي رايولش كان نخر دون خيل دون دانان ات بيري دون ات شاقو وردات تيتو ال دون حدوك تشوالي دون رايول ازام دون ولا دون شيغ خرج دوج دلهم شيغ جوب دوج دلهم عدادتنا شيغ جوب دوج علمنا بوخ بتنا عيدل بوخ عيدل كرح دوج عبتنا هورم شيغ دق ديلاد يشتون وعيش وبرتع عيش خز مرش زامي وي برخ زامي وي دون خز داخل دوش دوي دون تان هور دينا دون زام دار وين بركتي يوصل زامي هو زام نحوي داخل كان دونه وإلسي داخل دوش دون وين بيامر ديسا مر ويزر باندوش وين قرآن ويزر باندوش دار وين إخيتن بيش مهند أجد دار دون ديل دونه دين قرآن سنة وين بيش ديل وين بيش ديل وين إخيتن بغيرش خلج وين إخيتن بيش دون وعيتن خلج سو دون بيامر ديسا مر دون وي إخيتن بيت تاكوك باقتمك ويدون برت خلج شينتك برت خلج قولنك دار شاو بوشلج شينتك برت خلج دون دار قولنك شاو بوشلج وي برت خلج حان دونه ديل ويتسي خلج دون تانا كمونيستي عدروش دي اوي يو دون كمونيست عبوش وغبش وش تشينش شو ياكن دي اوي Vilskadja, teepneskadja, tukmaskadja, familieskadja, oedan. دائما ويدي ديز دون. هو الدنيا نعمل لك غير شو دون، خزع شو بيركتي عشو كرول سعودوس كأراوي دون، خلق هاولي. مش هتعوضش متكويتي واشي خلق هاولي. شادون كتاري واشي خلق هاولي. تعمو إبيه بيزت سؤول، تعمو منافق وود سؤول. ويدول جوا إيش لك حويه بيز حول ولا حويه بيز حول شيء دون غاسك ولا حويه بيز حشو ولا حويه بيز مرتاش إيش مصو بتش حلق شيء إسلامسكي جسوا درس شو دون لا إله إلا الله محمد رسول الله أشي فلاش تعبول ناس مصو بتش حلق شيء باز بلغيرش ترتي دون بيامر ده سلام بارك دون جوك شيء إكونوميتسكي دوغ ورثي ما يلا شيء دون واخ ورد دون تاتيش اكاديميتسكي بوليتيكسكي социальный مصو اور договор что ж مصو اور بيخش ما بو ايش союзный государство что он ويدون تحلت عدون ابتعامش دينتي دنيا ناحية تحلت عم خوش خوش ويدل اردول ديز دون ها ماليش ديلتش مالي دون ويدون ويد ليبوش تعمل بايما ديش دار دنيا ديش دار تعالي وتسن دون دنيا لخ كان لي وصل اخت لخ بوش حباك انتو دلات صغيرش وداحت حانا ويخ ديلو اخيتن بيش اخيتن بيستغل جويتان حتى بيركت خير داتس ويدار هو قطوة بغوشتو وراسك ويدون ويدار غوشتو دو ويدون دار ويغوشتو يتشوي حداش خلشي ويلاين ويبرت عدون الديخة درسة جو دون حوصيش دون بايغن زامنشكا مليار بسلوش ديكر بايغن ديسا مارشل دون إذا نشكا قرآن شدي شرب دون إذا نشكا ناخن ساعة دلر دون وي هيت عيان زامنا وي ساعة يوش أربع تورتيول وقال وي بقي يستبعيتر يستبعيتر بوش شنو دقيق دوش عشمة وي دون وي هين ستوتيس يستبعيتر سيدي عبولجان وقام متعبيسات تيس بعيتر وقام هنا نشل بعيتر بوش نحشق قوم دون ويخ بيركت تعدل عش دخوش تو دون
تغن دون ويخ شين بيركت خردو بوش دنيا تعمل بوش بالعيلة بنعبوخ نوخشي قومخ شين بوصل دينن بيركت خردو بوش عشان حميوخ تفتح على خواشي دون أتصلت ويخ تيش بوش دون تناه مقش بوش نا حيل دوش بوش نا دوش ديك حالوشي حيل ديك مونيت أعال تبعات بوش دون وإيش يديك ده مولا دون تعيش كويوش و دير الخلجارخ تخلي شيات من داج وي ديل صعبش بايمر باش ديل سمار دون اولاش اوبل بيش دون ويقوم هو راد حسمي القران بايمر سنه قاچالاش ديل سمار سنه بيركت قاچالاش يبو غدو قران عامد قران تدك خدوخ علاش فوش بايمر حديث خدوخ عش سنس وي دون ليلر ديسلوش خلاش دو دون اس سلام تومت روش كتشيتنا بوس سعودوس كلا بحكن شارك تعوغن شارك اسخوت شارك بوسل دين زودي دوخر برنجادوي بتعوغر دات خجابدو كيوكش بت غوش خلر ازدو انا وليلش خجابدو هر ايش دويدو وي تعني دوتم تلاتات غيرش بوسل دنيا دق شاورها دايش قاعدين دا بوصل دين ديالوش بالجناح يبقى تابت نسلوش حدوش ويخلج تاندي عن تورتو عموسو بي اتاياج وينسلوش حدوردو وينسلوردو تغن ويعيدلو مسارة ديلي بايا مردوش ماليش جو عارفو ديلي بايا مردو حجوش كعارفو ديلي بايا مردوش ديش دون قران عام ديت حالة ديلي بايا مردوش دون شبيش دون حديش عام ديت حالة شبيش ديش يتحال سبرزال شو دا يتحال شكولش حجر سبرزال يوزي يتحال شبيش دون عرق مملي يتحار عرق مدوخي يتحار سيجيك مقوز يتحار أجري حالة تخير تاح يوكشو سيجا يحنا وضع صان أجري حالة تخير تاح يوكش أنا متى سيجير كيات تنخوش منو كده شيء قيلة يوكش يا تاح يورتو دي شينين دون يوكش سيجير كيات دون يوكش نني عالت وضع صان هنداش ويدون وصو من أديكش بلغم دعوة خير مشكات إعادل وخلج ويديك بوخ ويخ خيل بكوبو دار ويخبيش أكاهور ويبرت خلج دار دونا برت ما هيك دويل ويدون دار دونا الله دونا بايمر ويش هاد دويل ويدون دار سمار خدون دار دونا بايمر شفاعت ما دوغيل ويدون. О качествах и жизненном пути пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, рассказал муфти Чечни Салах Межиев. Elçuiz aleyhissalatu vesselam şe qollar şe surt qoç xildol. Qi qoç xilish yoch dal kamil dol sifat şen cha guladin. Tsenu elç aleyhissalatu vesselam şe khazal ishqah şen dal belkhil bol khaz belkhishqah şe khaz qollar yah şe tsnaq wastqlar yah suq ternik mawat. Adam paymanti qatchalsa sundaynani ahalash tsada keris matsagil mushrik matsagil В главной святыне республики присутствует и Саид Хамзат Абдурахман Джамалул-Лейл, 39-й потомок пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. В своем выступлении он отметил, что в Чеченской республике как нигде уделяется внимание потомкам курайшитов. Кроме этого, руководство региона делает все возможное, чтобы истинные ценности ислама не подвергались искажению. شادالة دزين أوران ديتشون شيء هاي ديتشونال سندي هاي شيء ندونا خز دش دون خز قالك دون خز دوش قالك شيء خز دوش قالوشون تغنا أزديل إيلشني عليه الصلاة والسلام ومتي عاشو باتش رمزان حاجو تسو بيش بوليرم سمون حقيقة هو دنيا شو دونا تعملوا باتش هو بات سوقو بيشبول ليرم دونا ديل يالشني ديل سلام خلق دونا تحينخ هون ده شو تحر لير هو شرشكاح ديل يالش ديوزل دونا تشوبو خصوميات يالش دونا ورمزان حايش دونا تقيخ صوت إنو ديتقو دونا هو غربن باتح دونا داغني دايتقو غرب دايتي تسيري وايتشنا تساحول جيمشنا وقشنا أولي دونا Жители республики, которые собрались в мечети этой ночью, провели здесь несколько часов до рассвета, восхваляя последнего из пророков Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам.
Магомед Ламаркаев, Зураб Центроев, Магомед Мударов и Юсуп Успанов. Новости 7. Религиозные обряды, посвященные дню рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в Чечне по традиции проводят в течение всего месяца Рабиуль-Аваль. Торжественные мероприятия проходят во всех районах, практически в каждом населенном пункте и мечети. Чтение Корана, конкурсы нашидов и назнание истории жизни лучшего из людей. А в домах жители республики читают маулиды. Марьям Керимова продолжит. 12 числа лунного месяца Рабиуль-Аваль родился на свет последний и самый великий из посланников Аллаха, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, который был послан Создателем для спасения человечества. В то время, когда на земле царили хаос, невежество, гнет и безнравственность, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, своим рождением озарил землю и осветил сердца людей верой в Аллаха. Его рождение сопровождалось чудесами и знамениями. Он происходил из благородного и знаменитого рода Хашима, из племени курайшитов. Историки считают его годом рождения 571 год по христианскому календарю. На протяжении всего месяца Рабиуль-Аваль высокочтимо совершением боя-дел, чтение священного Корана и мавлид. أقشا شو وخشي بيتع أدم يلسمني شو غردوش أق تع باي مرة يلسمني شو غروش دوح الغطون وشو باي مرة جمور تع وشويتين وشو باي مرة لنا جو عورين ديال السنة قلتنا باي مرة هسمي حا استقال حلقوش ديال دوش النور شيء مخك عشي أزر كيلومتر دقي أتصل جينا حا جنير البلغول دقي إذا. День рождения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, является третьей почитаемой датой для мусульман после праздников Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. В Чеченской республике он отмечается уже не первый год чтением священного Корана, раздачей милостыни, проведением обрядов мавлид и зикр, проповедями о жизни пророка. Муфтияти организовали конкурс на знание биографии лучшего из людей. В участие приняли школьники из разных районов республики. Состязания прошли и на знание докладов, озвученных на исламской конференции. Работу участников оценивал доктор шариатских наук, участник исламской конференции шейх Сейф Аль-Асри. По итогам конкурса участников наградили грамотами и ценными призами. Здесь же прошел религиозный обряд мавлид. Чтение сур священного Корана и конкурс на знание о жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах приветствует, прошел также в Шали. А у центральной площади города прошли религиозные обряды зикра. Собравшиеся восхваляли посланника Аллаха и просили милости Всевышнего. После чтения мавлид малоимущим семьям района раздали мясо и продукты питания. Почитаемую дату отметили и в высокогорном Шатое, продемонстрировав знания в области религии, показав таким образом свою любовь и почитание посланника Всевышнего. Наступление дня рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах приветствует, отметили в Гудурмесе. В центральной мечети собрались жители со всего района. Богословы читали проповеди о любви к пророку и воздаянии, уготованном за чтение салаватов. Верующие провели религиозные обряды зикр и мавлид. Во дворце танца войнах прошел фестиваль назмов. В концертном зале конкурс стихов и исполнение нашидов. Люди со всех уголков Чечни поздравляли друг друга с благословенной датой, восхваляя посланника Аллаха. Как отмечают жители региона, это событие еще раз показывает, какое внимание уделяет руководство республики пропаганде истинных ценностей ислама. البيامر عليه الصلاة والسلام دنيا شفال هالبوش وربيع الأول بطن شو خذناس النخ تعموش دوشيتوش بو دينا بوسو دوشيتش بوش ديل رزل هوتع قعيك شنا هرما شو لا ترى قعيك بول شنا عقيشت موسو organisatie شا شكول شا موسو متى ديشيش مولشتو ماجي ديشيش وشلتنا وعاوجن قرآن شتو أخده كيس صلوات شتو إنه أزمة بقى بيشبو. А минувшую ночь верующие провели в мечетях, читая салаваты, прося у Всевышнего милости и благословения. Салюты в честь знаменательной даты прозвучали во всех уголках Чечни. دائما بيامر حستوش مسا بلمك تشكع مول دوش كجي كانوا بيامر داخل دوش مسا اغورا بيش حيوكش قادو ديكنت بيقم خيل او امتي خزبوا خليلون ايديل يلا سلام مارشال دقوي قاتش الله دالي ويزرع تون اعدازرع سو داخل وي بيامر خستور يا حق دالوي بتشع وامير المؤمنين طغن بيامر دقو يزن دائم صلوات دوكيش تندق شو دا الله تديش خلق دقيق در الحمد لله وسخلوز داله
إبايم الدقيان شخ إخياستين شخ إليرين شخ تشبع دندل شخ دويلوه. Я хочу от имени главы администрации Урус-Мартановского района Абдурашидова Валида Адлановича поздравить всех мусульман мира с этим великим праздником, днем рождения. Еще раз, пророка Мухаммада, да благословит Аллах, не спасет ему мир. Хочу пожелать всем мусульманам мира терпения, согласия. Мария Керимова, Магомед Шатаев, Новости 7. И сегодня же малоимущие жители республики получили продовольственную помощь. Внимание и заботу к их нуждам в очередной раз проявил региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. По поручению главы региона и президента фонда Аймани Кадыровой во все районы были направлены груженные конвои с более чем 23 тысячами мешками муки, риса и сахара. Отмечу, масштабные благотворительные акции руководства республики и общественного фонда по традиции проводят во все знаменательные в исламе даты, рассказывает Лариса Джабраилова. Около 23 тысяч мешков сахара, муки и риса раздают в этот священный день малоимущим гражданам во всех 20 районах республики. Все это помощь от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тана дуния алам шиди ахвалана. Шелсила дал ваитна вож шелсила дал ваитер вож хрол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуния швал дедуйна иштаде дагалатса ва амн хаджи царфал фонду дош ва республика саду غير مشانا الأخاش ودوش دام وضحى وزي سيلا وش دالا ويبايما ديس وما شخيل سنة ليرن بينشار ويل وباتش ويل ويقام دول قيتئي وزامن نحا بايما ديس وما شخيل سنة ويزع صودوش إيمانا بارتحا ونخشي غاما صود أقدال بعض والخوان والحمد لله رب العالمين. В Грозном пожертвования начали раздавать с раннего утра. Помощь получили малоимущие и многодетные семьи, дети-сироты. В столице Чечни нуждающимся доставили более 2000 мешков сахара, муки и риса. دعارتي دات غير مستجن غديش دو تغندو دينا دوق ساعة دو وغالا خمسة عشر نص مخكع دوق ساعة دو تال ساعة دول سنة يا بندر تارشين دار ديكل سبيقا بول هذا ما دون شيء كحديث تلاش شيء كذا Почти 1500 мешков сахара, риса и муки от регионального общественного фонда распределили между малоимущими семьями Урус-Мартановского района. Для них это неоценимая помощь. В Грозненском муниципальном районе в честь дня рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, помощь получили 280 малоимущих и нуждающихся семей. تغن وقديش دينا ح وريسبوبليكا عيول أحمد حاجي تسأله دال دقيق الويل دال الغاز وتعني سويل تون تسأله يول شفون دو دوق شهق مخكع دوق ساغ دو أتدين ليرن إشتا أتساغ دقيقة وغروزنسك مونسبالنيك وشت يقيغن يساعد عدا حباخ كان يرتي بقوز يتساغ ستسن عش دقو مسك ناخ بو سو الله ويش دال يساغ أوبل دول أيماني رمزاني تير تين أهلند يرتير دقع ميل دولشند ير هق مخ تبوش بول دنيا بالغ ويختوش دال أوبل دول تير. В Шатойском районе благотворительную помощь от фонда Кадырова получили 77 малоимущих семей и сирот. Такую помощь нуждающиеся жители района получают регулярно. ساعدوا تانا اشتراك شيء ساعة كاشنا شوي تا سال بحر خدو خمس سنة بقى بيش سما ده الله بيوش ديريز خيل دقة ديريز خيل دال ساعة الباق باي بتش عنا باقي وي فندي وش ما نسينا الشيء حدا الشيء كده دم دقة دغيل تشناخن
دا قبل ساعد وقوي بتشح يوزن ده مصغير تجاني دكاتش نكتة دور تبرفكت شو ما بتخيش ده بحال ديريز على مصغ حال ميرج خي برفكت تخيش ده إشنا دا إيش داخل عوا وتغن سبرغة. Празднование дня, в который родился пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, это выражение бесконечной любви и глубокого почитания. Празднование этой даты в Чеченской Республике стало уже традиционным. Таким образом, жители региона не только восхваляют посланника, но и укрепляют братство между мусульманами. Лариса Джабраилова, Магомед Шатаев, Новости 7. На неделе Чеченскую Республику с рабочим визитом посетил генеральный секретарь Всемирной мусульманской лиги. В ходе пребывания в Грозном Мухаммад бин Абдул-Карим Аль-Иса встретился с главой региона, посетил Исламский университет, сердце Чечни, побеседовал с богословами и ознакомился с работой школ хафизов. Как отметил руководитель одной из авторитетнейших организаций в исламском мире, работа, проводимая в Чечне по духовному просвещению, сохранению истинных ценностей ислама и противодействию экстремизму неоценима. И этот опыт должен перениматься на Ближнем Востоке. Тему продолжит Хадижат Гугуева. Российский исламский университет имени Кунта Хаджи Кишиева стал одним из первых объектов, которые посетил генеральный секретарь Всемирной мусульманской лиги Мухаммад бин Абдул-Карим Аль-Иса. В стенах вуза для гостя организовали небольшую экскурсию, в ходе которой рассказали об истории учебного заведения, показали рабочие кабинеты и библиотеку. Здесь же состоялась встреча с ректором университета. Я очень рад своему визиту в Чечню, потому что здесь очень много наших братьев по вере. Это народ, в котором два героя смогли возродить истинную религию. Это отец и сын. Ахмад Хаджи Кадыров был тем руководителем, который был нужен для спасения своего народа. А сейчас его дело продолжает сын Рамзан. Что касается Международной исламской лиги, то мы будем рады с вами сотрудничать и поддерживать тесные отношения. В рамках визита состоялась встреча с чеченскими богословами. В ходе беседы были затронуты актуальные на сегодняшний день вопросы религии. Мухаммад бин Абдул-Карим Аль-Иса отметил, что в Чеченской Республике успешно проводится работа по сохранению истинных ценностей ислама. По его словам, это результат упорной работы главы региона и духовенства в целом. سو حاجة شغل داش دال مسألة صندوق شغل باش باللام يسوترو خدني أصلا جو إسلام دين سا وبابي شغل باش بالبلغش دنيا جو عقيدار جوش أتون خزق داش دالو غير لقش أدعى جويتوش بوصل دين سيلع دين دو إذا. В ходе разговора с Рамзаном Кадыровым гость поделился впечатлениями о столице и отметил, что в регионе созданы все условия для духовного просвещения и развития мусульман. Здесь же глава делегации преподнес Кадырову памятный подарок. ونشكر لكم هذه الضيافة وهذه الحفاوة الكبيرة غير المستغربة وزيارتكم الرائعة الأخوية الحميمية للمملكة العربية السعودية ولكم التحية من حكومة المملكة العربية السعودية عموما ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان خصوصا. أستنا عيوش محمد سلمان يرى نستعني مسيد فريسة مارشال كارول كانت بعمل سلمان خوشات وعديك عشوائي دون كاديك دون وكي شط دون. Всемирная мусульманская лига создана в 1962 году по инициативе Саудовской Аравии. Основной целью деятельности этой организации является укрепление позиций мусульманского духовенства. Туда ходят более 29 исламских стран, более 500 богословов со всего мира участвуют в этой лиге. Более того, Всемирная исламская лига, она является консультативным органом при Организации Объединенных Наций. В этой связи эта организация объединяет огромное количество мусульман и является некой площадкой для общения и для выработки совместной стратегии для многих мусульманских стран. В своей работе эта организация уделяет особое внимание противодействию терроризму и экстремизму. Методы же Чеченской Республики в решении этой проблемы на сегодняшний день являются одними из самых эффективных. В связи с этим визит генсека мусульманской лиги является своего рода признанием нашего опыта в этой сфере. Руководитель организации заявил, что методы опыта Чеченской Республики они являются сегодня самыми удачными. И в этой связи надеемся, что в ближайшее время обмен опытом в любом случае будет. В том числе строящийся объект на территории Чеченской Республики. Это
антитеррористический центр будет иметь колоссальный успех в этой области. Более того, визит в Грозный лидера одной из авторитетнейших в исламском мире организаций еще раз свидетельствует о том, что шаги, предпринимаемые в Чечне по духовному просвещению населения и пропаганде истинных ценностей ислама, получила широкую поддержку в мусульманском мире. Сегодня весь мир говорит о том, что необходима консолидация всей исламской уммы. И мы, в свою очередь, являемся сторонниками традиционного ислама, суфийского толка. Соответственно, здесь все козыри в наших руках просто по одной причине. У нас есть единство, у нас есть понимание и, соответственно, у нас есть опыт. Буквально за несколько лет Чеченская республика громко заявила о себе в исламском мире. Строящиеся мечети, школы хафизов, единственный в стране исламский университет, масштабные акции и мероприятия религиозного характера и активная борьба с радикальными течениями доказали, что религиозная политика руководства региона является достойным примером для любого государства. А визит делегации из Саудовской Аравии в очередной раз доказал, что наша республика имеет большой авторитет среди мусульманских стран и что с нами хотят сотрудничать и перенимать опыт. Хадижат Гугуева, Сад Алаев и Юсуп Успанов. Новости 7. Печальные новости сегодня пришли из Турции. Накануне вечером здесь произошел двойной теракт. Неизвестные подорвали заминированный автомобиль рядом со стадионом футбольного клуба «Бешикташ». Менее чем через час прогремел еще один взрыв в расположенном рядом парке. Там террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Количество погибших в результате двух взрывов в Стамбуле – 38 человек. Включая 30 полицейских, еще 155 человек пострадали. Слова соболезнования турецкому народу его руководство выразил глава Чечни на своей странице в Инстаграм. Я выражаю глубокое соболезнование президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану, родным и близким жертв терактов и всему турецкому народу. Мы с тревогой и чувством сострадания воспринимаем вести из Стамбула. Чеченский народ лучше, чем кто-либо знает, какую угрозу представляют террористы стране, народу, целостности государства. Если зло не остановить в самом зародыше, оно расползается, приходит в каждый город, село, дом. По вине террористов в Чечне погибли сотни тысяч человек. Среди них видный государственный и религиозный деятель страны, наш первый президент, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Особо опасные преступники, террористы и их лидеры, причастные к многочисленным терактам, совершенным в Чечне, нашли приют в Турции. Отдельные из них задержаны. Я неоднократно просил руководство Турции выдать этих бандитов России, чтобы провести расследование, установить и других виновных привлечь к ответственности. Сегодня в очередной раз, обращаясь с этой же просьбой, я твердо убежден, что с террористами следует разговаривать на жестком языке, адекватным их действиям. Для этого необходима тесная координация борьбы с международным терроризмом. Пока террористы имеют возможность кочевать из одной страны в другую, трагедия будет только расширяться. Чеченский народ приветствует позитивные перемены, происходящие в отношениях между Россией и Турцией, и выражает надежду, что с учетом их дружеского характера Турция передаст террористов России. В своих молитвах мы просим Всевышнего Аллаха о мире и стабильности для турецкого народа. О мерах по социальной поддержке безработных и трудоустройству инвалидов в СКФО говорили на неделе в Грозном. В столице Чечни прошло расширенное совещание с участием представителей органов исполнительной власти округа под председательством руководителя Федеральной службы по труду и занятости населения. О важности реализации этих мер соцподдержки и ситуации в этом вопросе в регионе говорили и на встрече Всеволода Вуколова с Рамзаном Кадыровым. Марьям Керимова продолжит тему. На совещании с участием руководителя Министерства труда регионов СКФО Всеволод Вуколов обсудил одну из главных проблем – выплаты социальных пособий безработным гражданам в стране. Гость из столицы отметил меру социальной поддержки гражданам необходимо оказывать оперативно и в полном объеме. Речь зашла и о размере заработных плат в разных регионах России. В первом полугодии 2016 года среднемесячная заработная плата в округе составила чуть более 22 тысяч рублей, в то время как в таких округах, как северо-западный, уральский, дальневосточный, центральный, она вдвое выше, а в среднем по стране 35 тысяч рублей, что в 1,5 раза выше, чем в нашем округе. Наша основная задача всех в ходе сегодняшнего и других подобных совещаний найти все-таки пути выхода из создавшейся ситуации, которые помогут нашему населению защитить конституционное право граждан на труд.
При этом задача первостепенного значения, озвученная федеральным чиновником в 2017 году, является трудоустройство инвалидов. Говорили о необходимости легализации неформальной занятости населения. Здесь же от имени руководства Роструда нескольким работникам Минтруда Чечни вручили благодарственные письма за вклад в реализацию госполитики в области занятости населения. Вопрос трудоустройства инвалидов Всеволод Вуколов обсудил и на встрече с главой республики. Мне очень нравится, как весь аппарат в регионе работает. Но очень много сложных задач на следующий год. То есть надо трудоустроить инвалидов. То есть вот мы сегодня говорили о том, что поставлена задача по стране трудоустроить без денег 300 тысяч инвалидов. Ну, мы выбрали и просили вот организовать совещание в Чечне. Почему? Потому что нарушений в других регионах много. И по результатам проверок мы видим, что в Чечне потихоньку, если проверку провели, то ошибки исправляют. Вот в других регионах, вот мы сегодня начали там с нескольких регионов, там как-то не хотят. Рамзан Кадыров подчеркнул, что в регионе есть возможности для желающих работать и развиваться. Однако не все хотят трудиться. Большая часть населения ищет легкую добычу, при этом не затрачивая много сил. Уезжают люди, там, говорят, там, Чеченская республика, выехало столько-то людей. Тогда, 99-й, 2001, там сложные годы были, уехали. Но сейчас люди уезжают от того, что там дают соцпакет. От того, что не работают. И потом, когда они получают, что получают? У них маленькие дети по каким-то нарушениям забирают детей. Европа, если у них рождаемость 0 же, если миграции не будет, Европа через определенные 10-20 лет не будет. И сегодня они забирают у наших же детей, россиян, чеченцев, других, забирают детей, отдают своим же европейцам. И за счет этого хотят сохранить свое государство. А наши на это улов там уже поддаются, уезжают, если не дают 500 евро, 1000 евро, все. И это от звонка до звонка, так говорится. Начально там в конце месяца получают и заканчивают в конце месяца. Так они живут там. Я говорю, это разве жизнь? Это человек существует. Надо нас как учили, всегда работать. У нас всегда целый сезон работали, чтобы нормально провести зиму. А сейчас уже люди думают, что государство должно обеспечить такую жизнь шикарную. Шикарную жизнь невозможно обеспечить государством. Человек, если хочет шикарно жить, шикарно надо работать. За достойную жизнь надо достойно и бороться. И поэтому сложности, конечно, существуют, но благодаря сегодня и федеральному центру, и местной власти у нас улучшение есть. Но я думаю, что ваш приезд в республику тоже даст импульс новым направлениям. И будем делать так, чтобы народу было хорошо. Для трудоустройства инвалидов в организации направляются письменное уведомление о том, что они по закону должны предоставлять так называемые квоты для людей с ограниченными возможностями. Своим правом воспользовалась и Зарима Дикаева. Инвалид второй группы состояла на учете в центре занятости, искала работу. Предложения, рассказывает она, были разные. Однако выбирать приходилось в соответствии с возможностями, как физическими, так и материальными. Появившаяся вакансия сторожа на молкомбинате ее вполне устроила. Работа не пыльная, да и платит хорошо, рассказывает Зарима. сон устраивать, то дикметки, сон что жилье, лата комната, чуах юхи. Но сменьшить Согласно действующему законодательству, организация обязывает создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов. Если численность работников составляет от 35 до 100 человек, то 3%. От 100 и выше – 4%. И, судя по цифрам, ситуация в Чеченской Республике с каждым годом все лучше. В 2015 году работодатели, отчитавшиеся о наличии свободно рабочих мест, это 276 организаций. Они выделили рабочие места 883. В 2016 году 425 работодателей по республике отчитались о том, что у них есть квотированные рабочие места. Это в количестве 1480 человек. Это трудоустроенные инвалиды по линии квотированных рабочих мест
для инвалидов. Главной задачей центров занятости является трудоустройство. И лишь в том случае, когда отсутствует подходящая вакансия, назначается пособие по безработице. Сумма зависит от того, работал человек или нет до того, как встал на учет. И не только. В последнее время, как говорят в соответствующих службах, вопрос трудоустройства населения заметно упростился. После того, как наш глава правительства активно подключились именно к этому вопросу, у нас появились предприятия, которые не хотели с нами сотрудничать, не представляли никакие сведения. На сегодняшний день у нас более 200 предприятий, которые с нами активно сотрудничают. Предоставляют вакансии, предоставляют нам сведения, есть у них вакансии или нет. Ну а в рамках визита в республику руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов побывал у обелиска, посвященного памяти первого президента Чеченской республики Ахмада Хаджи Кадырова. Участники делегации возложили цветы, позже для них организовали экскурсию по музею, которая затем продолжилась в мечети сердца Чечни. В своем интервью Вуколов дал положительную оценку деятельности Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской республики. Мы достаточно положительно оцениваем сегодня деятельность министерства. У нас налажена хорошая работа, и мы надеемся, что в следующем году вот тот перечень вопросов и та повестка, которая сегодня будет обсуждена, она будет реализована. Учитывая сложную ситуацию на рынке труда Северокавказского федерального округа, одной из основных задач остается снижение уровня безработицы и создание новых рабочих мест. На это планируется направить все силы органов исполнительной власти всех субъектов страны. Мария Керимова, Магомед Шатаев, Новости 7. О социально-экономической ситуации в регионе и реализации инвестиционных проектов Рамзан Кадыров на неделе говорил в ходе рабочих встреч с первым заместителем министра по делам Северного Кавказа правительства России и первым вице-премьером правительства Чечни. Как отметили в своих докладах Адес Байсултанов и Ибрагим Закриев, в следующем году планируется заметно снизить нехватку школьных мест, а также создать сотни дополнительных рабочих мест путем реализации инвестпроектов. Подробности в материале Магомеда Салтымурадова. Нехватка посадочных мест в школах и, как результат, проблема трехсменки на протяжении уже многих лет остается для чеченских школьников, пожалуй, самой острой. Процесс строительства новых учебных заведений в рамках различных программ не поспевает за демографическим ростом в регионе. Поэтому, сколько бы ни строили, школ все равно не хватает. Время проходит, а проблема остается. Нужно что-то с этим делать, считает глава республики. Если в регионе Российской Федерации двухсменки, вопрос острый вопрос. Пока мы молчим, мы ничего не говорим, не выходим на митинги, да, как и другие это делают. Да. Мы молча стараемся решать свои вопросы внутри себя. Да, но это не значит, что мы это не видим, не слышим. Да. Люди обращаются, люди жалуются, да, нечеловеческие условия. Сюда надо довести, да, и еще в министерство справку еще раз, да, написать правовую справку, что нечеловеческие условия еще 21 века. Да. Это абсолютно решаемый вопрос. Чечня территория, часть субъекта Российской Федерации, если эти дети, которые проживают на территории Чеченской Республики, граждан России, почему мы не создаем равноправные условия? Меры, как заверил первый заместитель министра правительства России по делам Северного Кавказа и по совместительству председатель Совета директоров корпорации развития Северного Кавказа, государство однозначно принимает. На уровне правительства уже разрабатывается госпрограмма, которая позволит, если не решить эту проблему полностью, то, по крайней мере, существенно снизить количество перегруженных школ. Это в плановом порядке в правительстве Бешпо было 40 школ подать обоснования. Но из-за только, скажем так, тагандол сортой и дальше его, если вы дани хаушкалчи, сега уже дани егали еще и хюгарна остали ежели, чтобы мы правильно разработали с учетом демографической ситуации, такой что больше до 100 тягаж, она по-другому решить его. Заметный стимул скоро получит социально-экономическая сфера региона. В рамках развития агропромышленного комплекса в Чечне планируется строительство нескольких плодохранилищ и молочной фермы на 1200 голов. Посадка многолетних насаждений на 300 гектаров, производство и реализация другой пищевой продукции. В будущем это станет существенным вкладом в дело импортозамещения. Проект вынести. Проект правительство особенно по документам по этим рывок проект первый фильтр второй фильтр 13-14 межведомственно более 40 организаций от журналистам
прозрачный отбор улхтана и я что. Со стороны виднее бывает, как министр, первый вице-премьер, председатель правительства, начиная с ведущего специалиста в правительстве Чеченской Республики, заканчивая исполняющим обязанности главы президента республики. Внутренняя система региона, со стороны виднее бывает. Защищать интересы чиновников, не по нашим, защищать интересы региона, защищать интересы Северо-Кавказского федерального округа. Это ваша задача. За прошлый год за счет небюджетных средств в Чечне реализовано 52 инвестиционных проекта, которые позволили создать порядка 1000 рабочих мест. На очереди еще 65 наиболее крупных и перспективных проектов. Это еще 15 тысяч рабочих мест. Об итогах уходящего и планах на будущие годы главе Чечни рассказал первый вице-премьер Якуб Закриев. Общий объем инвестиций в основной капитал в 2015 году составил 61,3 миллиарда рублей, что на 1,5% выше данного показателя за 2014 год. При этом объем небюджетных инвестиций составил 46,7 миллиардов. Основной отчет предоставляется инвесторами в конце года, то есть уже полное изменение шарю. Объем инвестиций по предварительным данным будет выше, чем в 2015 году. У нас есть другие проекты, 284 миллиарда, это предварительно запустим проект. У нас есть сейчас договоренности и с Саудовской Аравией, и Арабскими Эмиратами, и с другими государствами, и инвесторами, именно в площадке штан инвестиционный заинтересованный будет. Развитие туризма – еще одна важная задача, над которой работает чеченское правительство. Ситуация в этой сфере улучшается с каждым годом. Благодаря созданию хорошей инфраструктуры привлекать незаменимых специалистов теперь гораздо проще. На это Рамзан Кадыров указал особое внимание первого вице-премьера. Мы создали условия в первую очередь для инвестиционного климата. Мы можем предоставить наши площадки в таком уровне, что можно было заинтересовать их. То же самое проведучи благоприятной юговой ситуации. Если даже в прошлом году у нас были проблемы, в этом году и полностью разрушительно была больная. И дальше нам надо вести правильно. Кто ведет этот проект, тот отвечает за все. Настолько будет реализация. И уже если поступили первые транши, деньги, то надо реализовать их правильно. В решении поставленных задач глава Чечни, как обычно, потребовал не тянуть. Это вопросы первостепенной важности. Магомед Салтымрадов, Магомед Шатаев, Новости 7. Также на неделе Рамзан Кадыров интересовался мерами, принятыми для улучшения качества работы администрации главы и правительства. Вопрос обсуждался на встрече с Султаном Тагаевым. Руководитель администрации отметил, что создана комиссия для аттестации сотрудников всех структурных подразделений ведомства, которые руководит лично. Также создана конкурсная комиссия, которая будет проверять на профпригодность тех, кто изъявил желание устроиться на работу в администрацию главы. Султан Тагаев подчеркнул, что одна из приоритетных задач, которая стоит перед администрацией, это внедрение электронного документооборота. Рамзан Кадыров отметил необходимость качественной работы этого органа власти, от которого зависит работа всего правительства в целом. Касаясь самого кабинета министров, то здесь глава республики вынес выговор министру финансов Усману Расуханову. Согласно распоряжению Рамзана Кадырова, дисциплинарное взыскание вынесено за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Как пояснили в администрации главы и правительства республики, министерством был нарушен порядок составления и внесения проекта бюджета на 2017 год, плановый период и проекта бюджета о внесении изменений в бюджет 2016 года. Глава республики Рамзан Кадыров провел и заседание Совета по культуре. Подвели итоги уходящего года и обсудили планы на 2017. Рамзан Кадыров отметил, что проделана огромная работа по сохранению языка, культуры и национальной самобытности чеченского народа, и это нужно продолжить. Говорил Кадыров и о необходимости усилить работу по пропаганде культурных ценностей народа, духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Особое внимание, по его словам, надо уделить поведению работников культуры. Они должны соответствовать своему статусу не только на сцене, но и в повседневной жизни. Вместе с тем, глава региона говорил о необходимости противодействия тем, кто, называясь чеченцами, исполняет репертуар, не соответствующий моральным и нравственным нормам чеченцев. Такие исполнители создают ложное представление о нашей культуре, подчеркнул Кадыров.
Boş bana müşbu hayat seyre lavarı o şabalin. Açayım neyse yurt mollat seyre habana dona. Şura boşun. Tul gadona. Şeyin hordusuna. Dağdıyız. Sen daha gerekli şey eksiyormuş. Yakalı büyük bolnak, itanç bolnak, Hüseyin'in hababı, harutanit. Her heyni var, her heyni gantı, o var davat var. O şu dolu. Her kiyat olna hababı, şunu yatsak yedi. Şey davat şu dedatsal o kiyat arıyoruz. Hayır bu hoş etnam etmeye atıldı. Глава республики также поручил министру культуры Республики Хошбалди Дааеву уделить особое внимание развитию районных домов культуры, приобщению подрастающего поколения к национальным традициям, обычаям и обеспечению информационного сопровождения культурных мероприятий. В Пятигорске на минувшей неделе обсуждали насущные вопросы и проблемы, связанные с медиапространством округа. Здесь прошел ежегодный форум СМИ. Гостями стали представители десятков телеканалов, информагентств и печатных изданий. Свой стенд представила и Чеченская Республика. По итогам были и награждения. В числе отличившихся наши коллеги, работники телерадиокомпании «Грозный». Магомед Салтамурадов следил за работой форума. За эти 4 года форум СМИ Северного Кавказа, несомненно, стал главным событием в медиасфере округа, который объединяет журналистов, представителей власти, экспертного и делового сообщества, блогеров и активных пользователей социальных сетей. Участники и гости форума ежегодно собираются в Пятигорске, чтобы не просто встретиться с коллегами, а обсудить насущные вопросы и проблемы, связанные с медиапространством округа. Форум СМИ Северного Кавказа в этом году собрал рекордное количество участников, около 700 человек, что говорит о растущей популярности этого события в информационной жизни всего Северо-Кавказского федерального округа. За эти 4 года форум стал прекрасной площадкой для диалога власти и средств массовых коммуникаций. Фойе отеля «Интурист», который является постоянной площадкой проведения форума, регионы округа развернули экспозиции печатных и электронных СМИ. В 2013 году, когда состоялся первый форум, стенд Чеченской Республики был признан самым лучшим. В этот раз СМИ региона решили вновь удивить гостей и участников этого события, выставив на обозрение самое современное телевизионное оборудование. Каждый год мы видим на стендах Чеченской Республики что-то новое. И, честно говоря, завидуем, потому что вы идете впереди на несколько шагов нас. В форуме традиционно принимают участие представители органов власти. Высокопоставленные гости в лице заместителя полномочного представителя президента страны в округе Михаила Ведерникова, главы Ингушетии Юнусбека Евкурова, губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и главы Северной Осетии Вячеслава Битарова прошлись по рядам и оценили выставочные стенды участников форума. Естественно, подошли и к чеченской делегации. Здравствуйте. Экспозиция Чеченской Республики. Мы рады вас приветствовать. У нас представлена как печатная продукция, так и инструменты работы наших телерадиокомпаний. Печатную продукцию нас, к сожалению, растащили. Хотели также утащить эту замечательную камеру, но мы не дали, потому что она очень дорогая. Эта камера работает в режиме супер слоумо, означает, что она снимает видео со скоростью 150 кадров в секунду и используется в основном при съемках спортивных мероприятий. Исходя из того, что мы видели, региональные площадки, можно сказать, что и форум, и, собственно, региональные площадки очень сильно эволюционируют, и нам это приятно. В ходе двухдневного форума состоялись панельные дискуссии, круглые столы, секции, мастер-классы и пленарные заседания. Обсуждались проблемы взаимодействия власти и СМИ, существование медиа в условиях кризиса. Впервые была организована даже секция «Пиар на Кавказе». Радует, что из года в год какие-то идеи, которые здесь озвучиваются, они потом притворяются активно в жизнь, получаются какие-то творческие объединения, горизонтальные связи между регионами. Это помогает журналистам расширять свою аудиторию, находить там гораздо больше читателей, зрителей. В этом году на площадках форума достаточно много и громко говорили на тему религии. Министр Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации выступил с предложением внести ясность в вопрос освещения федеральными СМИ ближневосточного конфликта. Жамбулат Умаров ратовал за то, чтобы в материалах журналисты называли вещи своими именами, не путали понятия и не связывали такую миролюбивую религию, как ислам, с экстремистами. Или мы должны сказать, что это террористический анклав, что это бандитское логово, да? Или же, значит, все-таки исламскую терминологию мы с вами должны потихонечку отделять. Нет там исламского государства. Это когда говорят, исламисты, мы сейчас добьем исламистов. Каких исламистов? Там же слово есть ислам. Джихадисты. Ну, поймите, что джихад это прекрасное слово, потому что в арабском языке
слово джихад не означает войну. Я востоковед по образованию, по второму, поэтому говорю, что джихад – это усердие на пути Всевышнего Аллаха. Давайте мы вместе с журналистским сообществом, с властью, с экспертами сформулируем некий посыл, может быть его как раз в резолюции форума сделаем или от Ассоциации средств массовой информации и направим, по крайней мере, тем федеральным каналам, на которых мы видим все-таки эти еще проявления. Пусть они на внутреннем каком-то совещании эту информацию доведут. Если будет необходимость, мы готовы направить туда представителей московского, кавказского клуба, чтобы они популярно объяснили все различия в этих формулировках. Во время форума много говорили о журналистской этике, свободе слова и главных принципах, на которых должна строиться работа масс-медиа. Скандал, связанный с французским журналом «Шарли Хебдо», наглядно показал, что некоторые СМИ ради рейтинга готовы пойти на все. Такого, как много раз звучало на форуме, ни одно уважающее СМИ никогда и ни за что не должно позволять себе. Либо мы совсем обесмыслим слово «нравственность», которое у нас сегодня повторяется из раза в раз, но ничего не меняется. Либо мы все-таки продемонстрируем своими делами, что когда мы произносим слово «нравственность», оно для нас что-то значит. Но тут вопрос, либо нужно потихонечку это менять, либо садиться договариваться, не получает договариваться, значит надо нести финансовые потери, но спокойно, так сказать, спать ночью. Один из ключевых вопросов, что обсуждается с момента проведения первого форума, это попытка создания единого информационного поля СМИ округа и укрепления добрососедских отношений между регионами. Мнений много на этот счет, но вот коллеги из Кабардино-Балкарии, кажется, придумали решение вопроса. Предлагаем запустить по СКФО новый проект, по которому ваша съемочная группа приедет в гости к нам. И снимет о наших кабардинцах и балкарцах, об их укладах, об их традициях. А наша съемочная группа поедет к вам. Будем открывать свои народы заново. Все делегации, которые к нам приходили, мы проговорили это все не против. Тем более, вы сами знаете, что съемочная группа гораздо мобильнее, чем чиновники. Каждый регион по-своему старался удивить участников форума и показать, как развиваются национальные СМИ, с какими проблемами сталкиваются и какие вопросы решают. Карачаево-Черкесия после Дагестана является вторым субъектом многонациональным. У нас 5 субъектообразующих народов. И если вы сейчас посмотрите, наши газеты выходят на 5 языках. На русском, карачаевском, черкесском, абазинском и ногайском языках у нас есть свои газеты. В 21 веке национальная пресса столкнулась с проблемой, которая на порядок уменьшила роль печатных изданий в жизни аудитории. Читать стали меньше и, как следствие, упали рейтинги. Учитывая, что страна у нас многонациональная, в России проживают носители 193 языков. Это крайне необходимо. Причем государство на эти цели отпускает немалые деньги. Этот вопрос вызвал немало полемики как на дискуссионных площадках, так и в кулуарах форума. Да, конечно, мы понимаем, что нужны медиа на языках народов России. И они будут поддерживаться всегда, потому что это концепция вообще существования нашего государства, что оно многонациональное, это записано в нашей Конституции, мы не можем по-другому. Но вопрос в том, чтобы эта поддержка была эффективной. Необходимо обсчитать эту эффективность. И не просто давать средства на то, чтобы ты для галочки делал какое-то издание, печатал ли или вещал ли, а для того, чтобы деньги даются, чтобы сохранялась культура. Много внимания в рамках форума было уделено созданию положительного имиджа Северо-Кавказскому федеральному округу, поднятию инвестиционной и туристической привлекательности и, естественно, борьбе с негативными стереотипами и ярлыками. Долгое время в медиапространстве господствовало определение Северного Кавказа как опасной территории, доминировал образ стреляющего Кавказа, поставщика негативных новостей, аутсайдера в экономическом развитии, раздираемого межнациональными, меж- и внутриконфессиональными конфликтами. Вместе нам удалось внести и в межрегиональную, и в федеральную повестку позитивный образ Северного Кавказа как территории стабильности, гражданского согласия. За это всем вам хочу сказать слова благодарности. Обсуждали также вопросы сохранения экологии. Учитывая, что в 2017 объявлен годом этой сферы, журналистской братьи, как считают чиновники, нужно сделать все, чтобы повысить внимание к этой отрасли и заставлять власти на местах работать. В рамках форума состоялась официальная церемония награждения победителей премии «Медиа Кавказ». Жюри оценивало больше 400 работ в 10 номинациях. Львиную долю наград забрали журналисты Дагестана и Ставропольского края. Первое место в номинации «Гостеприимный
«Активный Кавказ» заняла наша телерадиокомпания. Второе место в той же номинации в разделе «Лучшее фото» за газетой «Молодежная смена». В рамках номинации «Живописный Кавказ» за лучший текст первое место занял журналист информационного агентства «Грозный информ» Ибрагим Астамиров. Во время отпуска мы с коллегами решили поехать в наши горы. И так получилось, что я хотел написать просто материал, но получился путевой очерк. И, видать, им это понравилось, потому что действительно природа наших горных районов вызывает большой интерес. Круг вопросов, что поднимается на форуме, несомненно важен, но не всегда власть и журналистское сообщество находят общий язык. На таких площадках, где о серьезных вещах можно говорить без официальной напыщенности, так сказать, без галстуков, в большинстве своем бюрократические барьеры, мешающие работать, почти не играют роли. Магомед Сатмурадов, Магомед Сульманов и Магомед Шатаев. Новости 7. Чеченская делегация на минувшей неделе побывала с визитом в Китае. Главная цель – перенять опыт силовиков из Поднебесной в обеспечении безопасности и борьбы с терроризмом. В рамках визита гостей из Чечни ознакомились с новейшей техникой и вооружением. Луиза Баснукаева продолжит. Это первый визит российской делегации после подписания соглашения по борьбе с терроризмом между сторонами. Помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку Даниил Мартынов и начальник управления Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Чеченской Республике полковник полиции Шарип Делимханов вместе с инструкторами Международного учебного центра сил специального назначения посетили выставочный зал, где представлена зона технико-экономического развития государственного уровня. Для гостей провели экскурсию и рассказали об истории создания зоны. Площадь выставочного зала составляет более 1500 квадратных метров. У них порог инвестиционный – это 500 миллионов юаней до миллиарда юаней. Зависит от, то есть, если у компании меньше денег, они здесь не смогут зарегистрироваться. Вот в этой зоне, если ты преодолеваешь этот порог, то ты получаешь некоторые преимущества. Налоговая база, легче, аренда помещений легче, удобный сервис, кредитная ставка, инфраструктура готова. То есть тебе нужно преодолеть этот порог. Интерес китайских коллег к Чечне не случайен. На протяжении нескольких лет триумфаторами чемпионата мира среди силовых спецподразделений были именно они. Однако в прошлом году победителем престижных соревнований стала сборная России, состоявшая из сотрудников различных спецподразделений региона. Именно после этого делегация из Поднебесной посетила Чеченскую Республику, где китайские коллеги смогли ознакомиться с экипировкой и вооружением наших бойцов. В рамках визита в КНР чеченская делегация встретилась и с руководством политико-юридической комиссии Коммунистической партии Китая. Представители китайской стороны рассказали об экономическом развитии СОАР, а также о своем опыте по борьбе с терроризмом. Синьцзянский район является очень важным платформой по борьбе с терроризмом и сохранению стабильности. Мы знаем, что терроризм – это общий враг всего мира. И общий враг, конечно, наших двух стран. Первые мероприятия, которые принимались со стороны компетентных органов, то есть силовых структур, вот именно войска общественной безопасности, то есть спецслужбы, комитеты государственной безопасности, войска внутренних дел и так далее, и так далее. Второе мероприятие – это точностный удар по терроризму, то есть путем научно-технической путем. В свою очередь помощник главы республики по силовому блоку Даниил Мартынов рассказал об опыте Чеченской Республики в борьбе с международным терроризмом, подчеркнув, что в этом деле важен комплексный подход. Причем не только с помощью передовых образцов техники и вооружения. Огромную роль в этом играет духовно-нравственное воспитание, которому в регионе уделяется огромное внимание, добавил Мартынов. В Чеченской Республике не так давно были совсем нелегкие времена, но благодаря самоотверженности и героизму чеченского народа мы смогли не просто победить международный терроризм у себя в регионе, мы смогли его полностью искоренить. В то тяжелое время у нас находились боевики, наемники более чем из 50 государств мира. И нами сейчас накоплен
огромный, колоссальный опыт по борьбе с международным терроризмом. Наши регионы очень похожи, очень схожи не только с точки зрения географии, так как СУАР является приграничной территорией, и с этой точки зрения нам тоже очень интересен опыт. И Чеченская республика тоже является приграничным районом и является на сегодняшний момент щитом на южных рубежах России. Впереди представителей чеченской делегации ждет показ новейших передовых образцов техники, снаряжения и экипировки. Китайская сторона поделится опытом организации общественной безопасности, проведения спортивных и массовых мероприятий. Для Чеченской республики этот визит также представляет немалый интерес, поскольку Китай сегодня лидер по внедрению новых методик и применению самых современных образцов техники и вооружения. Луиза Баснукаева, Розана Цамаева, Новости 7. Власти региона сделали очередной шаг для максимального комфорта владельцев теплиц. Этой зимы тарификация оплаты за газ подвергнута некоторым изменениям. Правительством республики издано постановление, согласно которому на каждый квадратный метр парника будет начисляться 16 кубометров газа в месяц. Таким образом, платить за голубое топливо придется в 3 раза меньше прежнего, что является существенной поддержкой для них. Тему продолжит Хадижат Гугуева. Билкис Фисханова уже на протяжении 10 лет занимается выращиванием овощных культур. В ее распоряжении несколько парников, в которых она трудится с раннего утра и до позднего вечера. Работа эта нелегкая, говорит женщина, однако радости приносит куда больше, чем любой другой вид деятельности. إيش ترزز هقن إيش كاجدي نرسن شين إيش شو حق ديش دقة كاجدي عيرن إيهم دا ديش دقة قاند يا كيرنا تطوي خامول نشتوخا أخا إيش قاعيكش دقة قاند يا. Тепличное хозяйство, будучи расположенным на большом участке земли, потребляет немеренное количество теплоэнергии. Соответственно, и платить за нее приходится немалые деньги. В связи с этим для максимального комфорта владельцев теплиц тарификация оплаты за газ подвергнута некоторым изменениям. Правительством республики издано постановление, согласно которому на каждый квадратный метр парника будет начисляться 16 кубометров газа в месяц. Таким образом, платить за голубое топливо придется в 3 раза меньше прежнего. Но перед этим обязательно нужно заключить договор с ресурсоснабжающей организацией. Для этого созданы рабочие бригады, которые ежедневно знакомят владельцев парников с новыми условиями оплаты за газ. Уже заключено договоров более 200. Точное количество сейчас не скажу, потому что работают бригады, и цифра меняется каждый час. Ко всем жителям нашей республики, чтобы прежде чем включить свою теплицу, приходили в абонентные отделы, извещали нас, заключали договора. А то получается, мы их должны сами искать, выявлять, составлять акты, ведем двойную, тройную работу. У нас даже людей, вот дополнительно надо еще людей нанимать, чтобы они работали. И самое плохое в этом, люди включают теплицы, жителям не хватает газа. Если бы мы заранее знали, сколько там теплиц, что они когда они будут включаться, когда они заработают, мы бы рассчитывали, сколько газа туда нужно, какое давление подавать. Данный шаг предпринят в первую очередь для удобства самих владельцев парников, ведь большими финансовыми средствами, тем более в условиях кризиса, располагает не каждый. Сейчас же созданы все условия для того, чтобы расходы за газ были по карману каждому потребителю. Еще одна сторона от такого шага правительства – поддержка тех, кто занимается выращиванием овощных и легализацией их деятельности. Мы сделали все, что могли, чтобы пойти навстречу тем гражданам, которые занимаются тепличным хозяйством. То есть дальше уже некуда. То есть раньше они должны были оплачивать по нормам, то есть несколько раз превышающим, даже в 3 раза. Но сегодня они могут оплачивать, то есть в зависимости от площади теплицы, это за 1 квадратный метр 16 кубов газа будет начисляться за месяц. То есть эта сумма в 3 раза меньше, чем предыдущие. То есть человек, который хочет заниматься, он может свободно это платить. В случае с парниками активно ведутся работы по налаживанию системы оплаты за газ. Однако не так хорошо обстоят дела с потреблением теплоэнергии в бытовых целях. До сих пор есть люди, которые на протяжении нескольких лет ни разу не платили за голубое топливо. В этом случае налажена другая система. Работники газовой службы ежедневно проводят рейдовые мероприятия, итогом которых становится или взыскание необходимой суммы, или отключение абонентов от подачи тепла.
На протяжении года абонентский отдел занимается проведением рейдовых мероприятий, отключением от газовой сети за потребленный газ. Также передаются материалы и в судебные органы на взыскание задолженности. Просим все наше и население района производить своевременно оплаты во избежание нарастания больших долгов. Потому что своевременно оплачивать это будет более легче, чем потом оплачивать большие долги. «Газпром» Межрегионгаз Грозный является единственным поставщиком теплоэнергии в республике. Он насчитывает около 300 тысяч абонентов. А для того, чтобы они могли своевременно осуществлять оплату за газ, созданы клиентские службы во всех районах. Также оплатить коммунальные услуги можно через терминал или на официальном сайте организации через личный кабинет. Для этого достаточно выбрать свой район, ввести номер лицевого счета и пароль. Кадират Гугуева, Иса Адалаев, Магомед Сулейманов и Магомед Шатаев. Новости 7. Очередной триумф чеченских боксеров. Накануне в Москве завершился международный турнир по данному виду спорта под названием «Дух воина». В рамках состязаний состоялось 10 боев, в 7 из которых выступили представители клуба «Ахмат». А в главном бою вечера чеченский спортсмен Нумар Саламов оспаривал титул чемпиона мира по версии IBO. Подробности у нашего корреспондента. Первым на ринге с чеченских боксеров вышел Джамалай Музаев против Артема Сулейманяна. Практически сразу наш боец начал агрессивную атаку, которая привела к 2 нокдаунам. К середине первого раунда секунданты Сулейманяна приняли решение остановить бой. Победа присуждается бойцу красного угла Джамалай Музаев. Джамалай Музаев одерживает 3-ю победу на профессиональном ринге. Теперь его послужной список 3-1. Следующий 4-раундовый бой состоялся между представителем боксерского клуба «Ахмат» Булатом Бешиевым и Андреем Нурчинским. На протяжении всего поединка на ринге доминировал наш спортсмен. По итогу боя Бешиев одержал свою 4-ю победу на профессиональном ринге. Вечер продолжился боем Моусара Юсупова с Джо Вегасом из Уганды. В 5-м раунде наш боксер по прозвищу «Монстр» серией тяжелых ударов зажал противника в углу. Рефери пришлось остановить бой. Моусар одержал победу техническим нокаутом. Победа присуждается Мусор. Следующий бой провел представитель клуба «Ахмат» Висхан Мурзабеков с Чарльзом Мулиндой. После травмы, полученной в результате тяжелых ударов, противник отказался продолжать бой. Очень запоминающаяся была схватка за титул молодежного чемпиона по версии IBO Азамбека Эдигова против Игоря Селиванова. В течение 10 раундов чеченский боксер не сбавлял темпа. Несмотря на тяжелые удары, досрочно бой завершить все же не удалось. Единогласным решением судей Эдигов одержал победу в титульном бою. Победителя и нового чемпиона среди молодежи по версии IBO Азамбека Эдигова. Бой за титул интерконтинентального чемпиона прошел между воспитанником клуба «Ахмат» Аптио Сархановым и Патриком Менди. Поединок прошел довольно агрессивно. Чеченский боксер часто заставлял оппонента уходить в оборону, из которой тот нередко проводил успешные контратаки. По решению судей бой завершился ничьей, но по регламенту пояс остался за нашим спортсменом. Один судья отдает Менди, другой Устарханову, а третий ставит ничью. Супервайзер назначает ничью. Ну и, соответственно, пояс остается у Аптио Устарханова при условии ничьи. В главном бою вечера за титул чемпиона IBO встретились обладатель пояса Умар Саламов и Абдаллах Пазивапази. С первых секунд чеченский боксер задавил врага сокрушительными ударами. Уже после первой половины бой был завершен техническим нокаутом. Умар Саламов успешно защитил чемпионский титул. Победа техническим нокаутом. The winner is by technical knockout. 6 из 7 боев представителей клуба «Ахмат» завершились победами и 1 ничей. В 3 титульных чеченские спортсмены получили чемпионские пояса. Чеченских боксеров в Грозненском аэропорту встретили родственники и фанаты. Триумфаторов встречали под громкие овации, так как и подобает встречать настоящих воинов. Блестящей победой, как признаются боксеры, результат правильного настроя и поддержки главы Чечни, который душой и телом болеет за спорт. في قوة عبوه بيتنا
تكون هروقة تكون ظهر يشتاق ويشتغل مصر ما جاءت بشغل دار عاش واللي دار ديريس خلال ودوسر Trenuok šeit un es rinkšķi uzstupēt dada sadā ka ar uzmanu stilu vai počen dēries halal du цуд поддержки сейчас hari o har rezultat чири азар да ka то возможность азар халсан дада чиза судите сада кючлилодар. Меня ожидает обязательная защита пояса. Это будет соперник намного серьезнее. И планируем где-то в марте или в апреле провести обязательную защиту. Я хотел бы поблагодарить главу Чеченской Республики Рамзана Ахмадовича Кадырова. Рамзан Дейлрейс Хуйлон. Чеченские боксеры оправдали надежды болельщиков этого вида спорта. К турниру подошли очень серьезно, много работали над ошибками и изучали своих соперников. И как результат – блестящее выступление. Благодаря главе Рамзану Ахмадовичу состоялся этот турнир. Хотелось бы выразить ему благодарность за то, что поддерживает нас во всем, за то, что развивает спорт Чеченской Республики. Ну, не то, что Чеченской, по всей России. Дейлрейс Рамзан Ахмадовичем. А мы будем дальше работать и показывать хорошие результаты. Чеченские боксеры покорили очередную спортивную вершину, но не последнюю. С такими перспективами и желанием наших боксеров впереди ждет еще много славных побед. Магомед Салтанрадов, Изнаур Заурбеков, Зелимхан Закаев, Новости 7. Такое запечатлели эту неделю объективы наших телекамер. Спасибо, что были с нами, и до встречи в эфире.